Абдыкадыр Орозбеков – выдающийся государственный деятель Кыргызстана. В 38 лет в 1927 году решением Первого Всекыргызского съезда Советов стал председателем Центрального исполнительного комитета Киргизской АССР. По нынешним меркам президентом страны. Ранее активно участвовал в ликвидации басмаческого движения, а также в установлении советской власти в Киргизии. Киргизия стала автономной республикой и обрела свою первую государственность. Орозбеков принимал участие в выработке новокыргызского алфавита. При нем открывались драматические театры, высшие учебные заведения, государственная филармония. Орозбеков – первый глава нашей республики, который бессменно проработал до 1937 года. По ложному обвинению был арестован и приговорен к расстрелу, реабилитирован в 1956 году посмертно. Джусуп Абдрахманов – видный государственный деятель. В 26-летнем возрасте становится первым председателем Совета народных комиссаров Киргизской ССР. Сегодня это должность премьер-министра. В письмах к Сталину активно отстаивал идею преобразования Кыргызской АССР в союзную республику. Абдрахманов в свое время не допустил голода в стране, отказавшись выполнять установленные высокие планы по хлебозаготовкам. Тогда в Кыргызской АССР нашли спасение сотни тысяч беженцев из Украины, Казахстана, Поволжья. За этот поступок Джусуп Абдрахманов был снят с занимаемой должности, исключен из рядов партии и расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитировали его в 1958 году. Кыргызский Леонардо да Винчи, ученый, поэт, педагог, литературовед, переводчик и видный государственный деятель Касым Тыныстанов. Автор реформированного кыргызского алфавита на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу Китеби». В 1927 году в возрасте 26 лет был назначен наркомом просвещения Киргизской ССР, по нынешним меркам министром образования. Автор ряда учебников и букварей, первой азбуки в истории Кыргызстана. Данные книги и заложили основу современного кыргызского языкознания. За пьесу «Академические вечера» и другие произведения Тыныстанову предъявили обвинения в национализме и буржуазности. В 1937 году он арестован, а в 1938 году расстрелян. В 1957 году Касым Тыныстанов был посмертно реабилитирован. Ты использовал азбуку для взрослых как шифровальную книгу? Да. Она расскажет о нас правду, когда этот бред кончится. Турыбай Кулатов – видный государственный деятель. В 1938 году в возрасте 30 лет выдвинут на пост председателя Совета народных комиссаров Киргизской ССР, по нынешним меркам на пост премьер-министра страны. Под его началом принято решение о возведении Ортотокойского водохранилища и Большого Чуйского канала БЧК. Велось строительство железной дороги Кант-Рыбачи, автомобильной магистрали Фрунзе-Сусамыр-Джаллабад-Ош, а также Хайдарканского и Кадамджайского комбинатов. Во время Великой Отечественной войны Киргизия под руководством Кулатова отправляет на фронт сотни вагонов с фруктами, вещами, фуражом, отборных лошадей с полным снаряжением для конницы Красной Армии. В 1945 году Кулатов избран председателем Президиума Верховного Совета Киргизии. Одновременно он становится заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР. Исхак Разаков – выдающийся партийный и государственный деятель Кыргызстана. Уже в 29 лет он назначен председателем Госплана при Совете народных комиссаров Узбекской ССР. В 31 год нарком просвещения Узбекской ССР, по нынешним меркам министром образования, а в 35 лет председатель Совета народных комиссаров Киргизской ССР, по нынешним меркам премьер-министр страны. 40 лет первый секретарь ЦК Компартии Киргизской ССР, президент страны.
Под руководством Разакова были введены в действие крупнейшие промышленные объекты народного хозяйства. Завод «Кыргыз-Автомаш», Канский рудник цветной металлургии, Лебединская ГЭС и другие. Впервые был открыт водный транспорт на Иссыкуле, а также налажено первое в истории Кыргызстана троллейбусное движение во Фрунзе. Разаков активно начал инициировать постройки вузов в стране. При нем открыт Кыргызский национальный университет, построены политехнический университет, физкультурный, институт имени Арабаева, Ошский и Прижевальский пединституты. После смерти Сталина, не соглашаясь с проводимой политикой Никиты Хрущева, прямолинейный Разаков подверг критике его работы во время одного из съездов. В ответ Хрущев устроил на Разакова настоящую травлю. Его сняли со всех должностей, начали преследовать в родной стране, и он с семьей был вынужден переехать в Москву. Спустя более 20 лет со дня его смерти прах Разакова был перезахоронен на Аларчинском кладбище. Турдакун Усубалиев – выдающийся партийный и государственный деятель Кыргызстана. Уже в 36 лет он назначен главным редактором ведущей советской газеты «Советтык Кыргызстан» «Советская Киргизия». В 39 лет первый секретарь Фрунзенского горкома партии Киргизии. В 40 лет председатель Верховного Совета Кыргызской ССР, по нынешним меркам спикер парламента. А в 42 года первый секретарь ЦК Компартии Киргизской ССР, стал президентом страны. При Усубалиеве в стране введены в строй более 40 стратегических промышленных объектов. Среди них Фрунзенский завод имени Ленина, завод физприборы, Канский цементно-шиферный завод, Токмокский стекольный завод, 7 различных мясокомбинатов по стране и другие. Строились школы, открывались учебные заведения. Усубалиева назвали главным архитектором города Фрунзе. Под его началом столица преобразилась полностью. Город стал просторным и современным, утопающим в зелени парков и садов. При Усубалиеве во Фрунзе были построены площадь Алато, Белый дом, Кыргызский и русский драматические театры, музей имени Ленина, площадь Победы, государственный цирк и ряд других стратегически важных объектов. Сооружены уникальные подземные пешеходные переходы, строились жилые дома, разрастались микрорайоны. Введены в эксплуатацию аэропорты во Фрунзе, Ваше, Лейлеке, Нарыне и Пржевальске. Благодаря Усубалиеву сейчас мы энергетически независимая страна. Именно при нем были построены Фрунзенская, Пржевальская, Кайндинская ТЭЦ, а также стратегический объект Токтогульская ГЭС. Республика стала крупнейшим производителем хлопка, сахарной свеклы, мяса и шерсти. И именно за волшебное превращение Фрунзе из шумной деревни в мраморный город Усубалиева, как это ни парадоксально, лишили партийного билета и оставили без работы. Его обвинили в использовании денег партийной кассы для строительства зданий, одетых в белый мрамор. Фактически Усубалиева наказали за то, за что должны были представить к высокой государственной награде.